Всем привет! Меня зовут Ермеков Рустем. Мы продолжаем наши уроки про Steam. Сегодня я вам расскажу, как можно сделать красивое освещение для своего блога. Для этого в ваших школах бывают кабинеты телестудия, в которых есть различное оборудование. И сейчас я покажу, как можно с ним работать. У нас для этого есть различные источники света. Один из них – это вот такой вот светильник, который мы с вами сможем использовать. Это Godox SL100D. И используя его, мы сможем освещать нашу сцену. Также к нему в комплекте идет еще пульт. Я сейчас покажу, как его настраивать. Для этого мы сейчас его подключим. Сейчас мы нажимаем кнопку «Включить». У нас есть пульт. Мы пульт тоже включаем. Проверяем, какой у нас канал. У нас здесь на пульте канал 1 и группа А. А здесь у нас канал 21. Для этого мы сейчас настроим. Нажимаем на кнопку «Канал», настраиваем на циферку 1, крутим вот этой крутилкой. Все, фиксируем. Теперь у нас все должно работать. Мы выключаем, включаем. И отсюда же с пульта мы можем регулировать яркость. Вот, мы регулируем яркость. И здесь сейчас также меняется. Отсюда мы можем выключать. Если вы подключите несколько таких источников света, так, давай выключим. Если вы подключите несколько источников света к одному пульту, то есть у вас будет на всех источниках света канал 1 и группа А, тогда вы все сможете источники света включать и выключать с помощью пульта, нажав и выключив. Также для работы с этими источниками света, так как у них яркий свет, а в кадре должен быть более рассеянный, аккуратный, красивый свет, для этого мы будем использовать специальные рассеиватели, или также их еще называют софтбоксы. Это вот такие вот сумочки, в которых мы сейчас с вами попробуем это все собрать. Первое – это переходник, это внутренний рассеиватель. С этим мы сейчас всем разберемся. Давайте достанем. Так, сумочку уберем в сторону, она не пригодится пока. Достаем основной корпус рассеивателя нашего. Он выглядит вот так. И теперь мы должны вот эти вот спицы вставить. Вот здесь есть такие вот места, куда вставляются данные спицы. Немножко с усилием, но вставляем их туда. Оп. Теперь далее мы берем вот этот вот наш специальный переходник, который называется Bowens разъем для подключения к источникам света, для установки, точнее, на источники света. И вот здесь есть отверстие, в которое мы все это вставляем, то есть по порядку. Так. Так. Немножко нужно будет прикладывать усилия. И вот мы с вами собрали основной, скажем так, каркас, да, всей конструкции нашей. Далее у нас есть уже сам рассеиватель. Это вот такая вот белая ткань простая. Мы ее очень достаточно просто. Здесь у нее липучка. Мы ее устанавливаем вот так вот по краю. То есть мы берем к одной грани, переставляем и прижимаем. И дальше так каждую же грань. Все, у нас вот получился вот такая вот рассеянный свет. Есть еще вот такая вот сетка, она называемая сотой. Она чуть лучше концентрирует свет, то есть она делает его рассеянным и направленным. Его теперь также берем одну грань, подсоединяем сюда, следующую грань. Все, мы с вами сделали соты. Теперь это нужно все установить на наш источник света. Для этого здесь есть вот такой вот специальный механизм и вот здесь вот пазы для установки. Давайте же мы это с вами сделаем.
Теперь мы это просто вот, здесь есть специальные пазы, мы их ставим в свои места, немножко проворачиваем, она защелкнулась, и теперь у нас получился рассеянный свет. Теперь мы с вами сделали вот рассеянный источник света, как вы видите, уже стало лучше. Сейчас мы покажем теперь, как можно весь этот свет настроить и сделать красивую сцену. Мы эту же сцену, где мы сейчас снимаем, мы превратим ее в красивый кадр, используя 3 источника света, вот таких вот. Давайте же начнем. Итак, мы собрали 3 источника света. Сейчас мы их здесь расставим и покажем, какую сцену красивую можно будет сделать только за счет изменения света. Но прежде чем мы перейдем к этому, я немножко расскажу небольшой офф-топ. Смотрите, источники света у вас могут отличаться производителями. У вас в школах могут стоять другие источники света. У вас могут стоять другие софтбоксы. Но это ничего страшного. У всех принцип примерно одинаковый. Вам нужно сперва собрать софтбокс внешний, установить его на ваш источник света. Дальше источник света установить на саму стойку. И после этого вы уже можете расставлять. Сейчас как раз таки мы перейдем на установку света. Давайте начнем с этого. Мы сперва возьмем наш рисующий свет и установим его в заранее подготовленное место. Мы подготовили место вот здесь. Сейчас мы подключим. Опа. Так. Подключили источник. Первый. Так, сейчас. Первый наш источник света – это рисующий. Он создает основной узор, рисунок, картинку сцены. С помощью него мы создаем. Дальше мы используем боковой свет, который убирает лишние тени от рисующего света. Итак, он тоже включился. С помощью этого источника света мы убираем лишние тени, которые создает рисующий свет сбоку. Так, и последний источник света, третий это у нас контровой свет, который создает немножко эффект сзади освещения. Мы его тоже ставим здесь. Так. Мы его ставим на задний фон чуть-чуть вот здесь. И теперь мы закончили с установкой света. Вот с таким светом мы до этого снимали. Запомните, какой был кадр. Сейчас мы выключаем наш свет, который был до этого, и включаем наши основные. Включаем свет и включаем наши источники света. Смотрите, какая красота. Как изменился кадр. Появился светотеневой рисунок. Появилась уже какая-то интрига, что-то интересное появилось. И вот так вы сможете, используя всего лишь 3 источника света, вы сможете создать сцену, в которой вы сможете снимать свои видеоуроки, свой видеоблог. Если также у вас в телестудиях стоят хромакей, задний зеленый фон, вы можете поставить его назад, заменить вот этот шкаф на хромакей и снимать какие-то интересные сцены, подкасты и так далее. Это идеальная расстановка света, универсальная, которую можно использовать для различного рода съемок. Переходите на наш телеграм-канал ProSteam. Там вы сможете найти схемы расстановки освещения дополнительные, в которых вы сможете поменять расстановку света и создать новую атмосферу в своем кадре. Всех ждем. Всем спасибо.